по счету. Но в этот раз мы решили открыть ее немножечко пораньше, для того, чтобы школьники смогли познакомиться до начала летних каникул. И для открытия выставки предоставляю слово директору музея Елене Петровне Меньшиковой. Добрый день вам всем. Я, наверное, начну сегодняшнее открытие с поздравления. Поздравления с праздником, который для нас сейчас, наверное, если все годовые праздники брать, я сказал, самым главным праздником. Праздником, как бы сколько бы раз мы не повторяли, действительно праздник, который со слезами на глазах. Праздник, который и великий, потому что страшная фашистская сила была разгромлена, но и праздник, который очень раздирающий душу, потому что силы, которые положены для этой победы, они, конечно, неимоверно были велики, и жертвы в том числе. И для нас 9 мая стало некой такой даже традицией, наверное, в прошлом году. Мы закрывали выставку, посвященную афганским событиям. В этом году, скорректировав годовой план, решили открыть выставку, посвященную. Именно благодаря вам мы можем здесь спокойно стоять, открывать выставку, показывать детям какие-то аттракционы, играть с ними. Спасибо вам огромное. И если эта выставка окажется некой данью благодарности вашей службе, мы будем очень рады. Будем считать, что выставка открыта. Вы с ней познакомитесь. Давайте Слово соучредителю этой выставки, председателю правления Союза ветеранов пограничных войск Денису Владимировичу. Здравствуйте. Пожелать вам, вашим семьям и близким, друзьям, особенно если кто живые деды и бабушки, участники Великой Отечественной войны, самое главное здоровье, присущее всегда и всем. От себя лично и от Союза ветеранов пограничных войск хотел бы пожелать вам такой же теплый, солнечной погоды на сегодняшний день, предстоящий праздник. Это не служба, это судьба. Так оценил роль пограничников Владимир Путин. И, наверное, это действительно граница остается в сердце у тех, кто служил. Поэтому большую роль играют пограничные ветеранские организации. Они воспитывают молодежь, подрастающее поколение. И слово Александру Анатольевичу Филиппову, руководителю кадетского отряда. Во-первых, дорогие друзья, пограничные ветераны других родов войск, поздравляю вас с Днем Победы, с великим праздником нашим народом на фашистской Германии. Пожелать вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья, процветания. Ну, от себя лично хочу поздравить всех нас со 120-летием образования отдельного корпуса пограничной стражи, 95-летием образования пограничной охраны РСФСР и также 5-летием создания Союза ветеранов пограничных войск. Товарищи пограничники, за пограничные войска, два коротких, протяжных ура! 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 Наша республика может гордиться тем, что у нас 3 героя России пограничника. И сегодня среди нас продолжательница пограничной династии Александра Леонидовна Константинова, дочь героя России Леонида Сергеевича Константинова. Пожалуйста, Александра Леонидовна. Огромное спасибо учредителям, основателям, кто выставку это сделал. От вас кто будет выступать? Вы будете выступать. И хочу всех поздравить с таким замечательным весенним днем, 9 мая, с Днем Победы. Спасибо вам большое. Хочется поздравить вас с Днем Победы и с наступающим Днем пограничника. Пограничник — это действительно человек, который верен своей родине, остается не только верным на границе, но и после службы. С праздником, дорогие! Спасибо за память!
продолжаться праздником, наверное, надо ознакомиться с выставкой. И приглашаю ознакомиться с выставкой. Я немножечко ее прокомментирую. Начало экспозиции, пожалуйста. Нынешний год богат на юбилеи. И один из самых значимых юбилеев как раз связан с юбилеем пограничников. 120 лет назад, 15 октября 1893 года, Александром III был подписан указ о создании отдельного корпуса пограничной стражи. И открывает нашу экспозицию портреты отцов-основателей этого корпуса, генералов Александра Дмитриевича Свиньина и Николая Аполлоновича Пыхачева. Пограничники могут с гордостью носить свой мундир.